Все устраивает? Да, Какие вопросы есть, претензии? никаких. Как очередь быстро двигается? Да, быстро. Сотрудники вежливо Да. с вами обращаются? Акция «Гражданский мониторинг». Министр МВД Ингушетии проверил работу Главного управления по вопросам миграции. Я думаю, что здесь не должно быть страха. Я своим внукам говорю и родственникам, что именно от полиомиелита нужно привить. Не допустить паралича. О важности и значимости прививок говорили сегодня на собрании медиков. Работа по замене коммуникаций требует несколько этапов. Для начала нужно выкопать траншеи, а уже после приступать к демонтажу труб. Расскажем, как продвигается ремонт в Горском кадетском корпусе при поддержке Национального фонда развития Ингушетии. 15-16 лет без воды живем. Покупаем по 1500 бочку. Водоснабжение. Несмотря на предпринимаемые меры по его бесперебойному обеспечению, и реальные планы для некоторых жителей остаются миражом. И подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Они делают правильный мед и вдохновляет их на это опытный пчеловод. Расскажем о цветущем деле Магомеда Исмурзиева. Здравствуйте, это новости 24. Сегодня министр внутренних дел по Ингушетии генерал-майор Михаил Коробкин посетил Главное управление по вопросам миграции МВД по республике. Там прошла проверка в рамках акции «Гражданский мониторинг». Она проходит по всей России с целью укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел. Все подробности у Дианы Дударовой. Сотрудники Главного управления по вопросам миграции встречают министра МВД у главного входа. В первую очередь Михаил Коробкин делает акцент на соблюдении мер безопасности, в частности санитарных. Здесь этому уделяют особое внимание. Вход без средств защиты запрещен, а тем, у кого их нет, выдают на месте. В связи с проведением мероприятий по коронавирусной инфекции требования все граждане должны обязаны иметь защитные маски. Проверяют также оснащенность подразделений в ходе гражданского мониторинга. Это акция, которая проходит по всей России. Ее главная цель – укрепление доверия между населением и органами внутренних дел. Михаил Коробкин лично интересуется у граждан, довольны ли они создаваемыми условиями в управлении. Все устраивает? Да, Какие вопросы есть, претензии? никаких. Как очередь быстро двигается? Да, быстро. Сотрудники вежливо Да. с вами обращаются? Министр обращает внимание и на обеспеченность беспрепятственного доступа инвалидов к услугам. Здесь предусмотрен пандус, кнопка вызова сотрудника для лиц с ограниченными возможностями здоровья, специализированное место на парковке. Также Михаил Коробкин дал указание принимать таких посетителей без очереди. Без очереди обслужить? Так точно. Точно порядок. Только перед вашим приездом провожали, помогали. В ходе визита министр понаблюдал за работой отдела по работе с гражданами. Как отметил временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции, прием заявителей проходит без длинных очередей. С начала пандемии обслуживание 80% граждан осуществляется через портал госуслуги. Число удовлетворенных работой составило более 90%. Грубых ошибок выявлено не было. Вообще в настоящее время планируем, скажем так, увеличение числа посетителей, потому что в настоящее время по республике Ингушетии выдано видов на жительство 497 гражданам Казахстана, этническим ингушам. Новое законодательство позволяет уже возможность не ждать 5-летний срок видов на жительство, а сразу обращаться за получением гражданства. Поэтому сотрудники привлечены, проводятся активные меры. Также Михаил Коробкин пообщался с группой по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами. В свою очередь сотрудники отчитались, как в период пандемии осуществляется оформление временной регистрации иммигрантам и порядок получения гражданства. Вот сейчас у нас находится на рассмотрении заявления в основном граждан Украины, из Донецкой и Луганской областей. В последнее время мы их приняли в довольно-таки большом для нашего региона количестве. На данный момент рассматриваем, согласовываем и принимаем по ним решения. Одна из задач гражданского мониторинга – реализация полномочий, представленных членам общественных советов при органах МВД России. Муса Гадиев отметил, что сотрудники миграционной службы работают в соответствии с новым законом. Закон номер 407
о предоставлении нормативных услуг, государственных услуг. И вместо 891 заменяющих приказа. И поэтому сегодня мы увидели, что действительно миграционная служба работает реально, принимает население, которое приезжает из других регионов. В целом министр МВД деятельность подразделения оценил положительно. Отметил, что в работе с заявителями полицейских отличает и наличие таких навыков, как вежливость, умение вести конструктивный диалог, профессионализм и внимательность. Мероприятия в рамках акции «Гражданский мониторинг» также планируют провести и в других подразделениях по вопросам миграции МВД Ингушетии. Диана Дударова, Адам Далакова, Новости 24. Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от вакцинации одной из глобальных угроз человечеству. Под вопросом многолетние успехи в борьбе с эпидемиями. При этом осложнения, которые иногда случаются после вакцинации, пугают родителей. Отсюда и нежелание делать прививки детям. Но такие случаи скорее единичны, заверяют медики. Сейчас проходит прививочная кампания против полиомиелита, опасной заразы, вызывающей паралич. Детей необходимо защищать от нее. Это и стало главной темой собрания врачей в Назрановской районной больнице. Светлана Томова расскажет. О важности и значимости вакцинации от полиомиелита говорили в Назрановской районной больнице. Полиомиелит – один из тех недугов, который можно полностью искоренить, как это сделали в свое время с оспой. Ликвидация этой болезни спасет здоровье и жизни сотен детей по всей планете. И ни одному ребенку не придется больше ощущать боль паралича, вызванного этой болезнью, отмечает перед собравшимися Марем Аздоева. Она также озвучила тот факт, что с точки зрения ислама проводить вакцинопрофилактику не запрещено. В составе некоторых вакцин в качестве стабилизатора может входить человеческий альбумин. Технически мы можем отнести его к наджису, но мы должны вспомнить, что ислам не запрещает переливание крови, компонентом которого является альбумин. Так что аргумент по сути отпадает. Мария Имагожева в свое время сделала прививки всем своим 4 детям, а теперь уже очередь и внуков. Она приверженец того, что это скорее необходимость, ведь каждый родитель несет ответственность за здоровье своего малыша, а потому и должен анализировать и взвешивать последствия отказа от вакцинации. Я сама сторонница того, чтобы обязательно против полиомиелита привили, потому что есть вакцина-ассоциированный полиомиелит. Боишься, когда ребенок общается с другим ребенком, и вакцинированный ребенок может заразить здорового ребенка. Поэтому я думаю, что здесь не должно быть страха. Я своим внукам говорю и родственникам, что именно от полиомиелита нужно привить, потому что если эта болезнь разовьется, лечения от этой болезни нет. Мансур Газгиреев отмечает, что многие родители очень мало осведомлены о пользе вакцины, потому отказываются прививать своих детей. Он отмечает, что прежде чем это сделать, необходимо провести обследование ребенка и потребовать у врачей сертификат качества препарата. Но и, конечно, ознакомиться с его составом, чтобы потом не возникало ненужных вопросов. Конечно же, детей стоит прививать. В том случае, если человек, который делает эту прививку, уверен в качественности и надежности данной прививки, то в данном случае противопоказаний нет, есть даже рекомендации сделать вовремя эти прививки. Так, с точки зрения религии, насколько мне известно, тоже нету противопоказания для делания прививок. Единственный вопрос идет в качестве прививки. По словам специалистов, первоначальные симптомы полиомиелита – это температура, усталость, головная боль и рвота. Как отмечает Зайнаб Сапралиева, важность и значимость прививки сложно переоценить. По ее словам, проведенная вакцинация в 98% случаев защищает ребенка от этого грозного заболевания. Необходимость обусловлена тем, что своевременная, осуществленная плановая вакцинация, пусть даже по индивидуальному календарю, она в процентах, в некоторых случаях от 98 до 100% может предотвратить возникновение и распространение таких злободневных, жизнеугрожающих заболеваний, например, что это заболевание полиомиелит, которое сегодня мы как актуальную проблему разбирали. По словам специалистов, многие родители отказываются делать вакцинацию своим детям, ссылаясь на то, что никакого блага эта прививка не несет. Да и религия якобы это запрещает из-за ее состава. Вакцинация необходима для того, чтобы, во-первых, чтобы сам индивидуальный человек не болел, ребенок, для защиты ее и для популяции, для общества, чтобы это распространение инфекции не происходило дальше.
ислам никак не запрещает вакцинацию, и никаких доводов, вот эти вот многие комментаторы, которые пишут, что какое-то это противостояние, вакцинация разрешена в исламе, и она необходима. У одного из каждых 200 детей, зараженных полиомиелитом, наступает необратимый паралич, чаще всего нижних конечностей. Важно обеспечить иммунизацию каждого ребенка в возрасте до 5 лет от полиомиелита. Поэтому родителям следует 100 раз подумать, прежде чем отказаться прививать своего ребенка от этой страшной болезни. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24. Для подведения итогов призывной кампании и ознакомлением с новым руководством Ингушского регионального отделения ДОСААФ прибыло командование ЮФО Вооруженных сил России. Рабочая группа осмотрела военную технику, а также удостоверилась, есть ли все необходимое для продуктивной работы ДОСААФ. Военный комиссар доложил о стопроцентной статистике отправки призывников в весеннюю призывную кампанию, а также дал разъяснения по работе военной автошколы. Были ряд проблем. Я надеюсь, что уже осенью мы эти проблемы решим и обязательно уже, как и раньше, будем отправлять вооруженные силы. Ребята уже подготовлены по ВУСу категории С. Надеюсь, что с тем, что к нам уже назначен новый руководитель Ингушского регионального отделения ДОСААФ, уже мы неоднократно с ним общались, беседовали, нашли взаимопонимание. И тот наряд, который дал Южный военный округ, по крайней мере, выполним. Национальный фонд развития Ингушетии, созданный по инициативе главы региона Махмуда Али Калиматова, выделил около 6 миллионов для проведения капитального ремонта Горского кадетского корпуса. Обновится материально-техническая база. Работы планируют завершить к концу августа. Хава Гагиева расскажет подробно. Находящийся в уникальном месте, основанный на понятиях чести и достоинства, Горский кадетский корпус за 26 лет зарекомендовал себя как одно из элитных образовательных учреждений военного направления. Из стен этого заведения вышли лучшие ребята с военной карьерой, а сейчас этим стенам потребовался капитальный ремонт. На данный момент идет штукатурка стен, полностью заменена электропроводка. Сейчас, может, даже сегодня начнут работы по замене сигнализации противопожарной безопасности. И дальше будет меняться половые покрытия, потом подвесной потолок. Для всех нужд было выделено порядка 6 миллионов рублей из Национального фонда развития Ингушетии. Начало ремонту было положено во время посещения корпуса председателем правительства Владимиром Сластениным. Тогда он проверил условия учебного заведения, отметил хорошее состояние корпуса, однако годы эксплуатации привели материально-техническую базу учреждений к необходимости в частичном обновлении территории и помещений в уходе и ремонте. Корпус будет, как нам обещали, к 25 августа готов к приему кадетов. Помимо этого у нас идет замена подземных сетей коммуникаций и прокладка, вернее, замена водопровода для нужд кадетского корпуса протяженностью 2200 метров. В первую очередь капитальный ремонт проводят в учебном корпусе номер 1. Вместо пластмассовой вагонки побелка и покраска. Это гораздо безопаснее. Напольную плитку тоже поменяют. Предыдущая была ровесницей корпуса. А вместе с тем трудятся и по обновлению канализации и отопительной системы. В общем, список внушительный. Работа по замене коммуникаций требует несколько этапов. Для начала нужно выкопать траншеи, а уже после приступать к демонтажу труб. К слову, вот эти вот 63-го года, то есть начало образования воинской части. Провести генеральную уборку, побелить стены, расставить парты по местам. Педагоги кадетского корпуса и ранее сами создавали себе чистоту и уют. К слову, Долтхан Китиева работает здесь 11 лет. Учитель ингушского языка и литературы признается, в новых условиях дети будут учиться лучше прежнего. Много лет мы мучились с этими проблемами. И очень хочется нам всем от лица всего коллектива хочется поблагодарить и главу республики за то внимание, оказанное кадетскому корпусу. Как вы знаете, это у нас единственное такого рода учреждение элитное, и всегда приятно. Мы все-таки воспитываем
ребят, наших будущих защитников. И я считаю, что это правильно, что нам такую помощь оказывают. В общем, все для детей и ради их будущего. Главное хорошо учиться и уметь сохранять то, что уже есть. Сейчас эти кабинеты пустуют, ведь дети ушли на летние каникулы 1 июня. Однако корпус не видел своих воспитанников уже давно. 16 марта официальный уход на карантин. Но уже 1 сентября, если эпидобстановка позволит, кадеты выйдут в учебное заведение с капитальным ремонтом. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Жители микрорайона Юбилейный в Назране испытывают проблемы с водоснабжением. Городские власти заверяют, что предпринимают всевозможные меры, чтобы вернуть воду горожанам. Тем временем жители района Новостроек в Гамурзиеве, ожидавшие воду у крана как чудо, дождались-таки коммунального блага. Репортаж Зелимхана Калоева. Зинаида Султыгова, как, впрочем, и ее соседи, уже просто отчаялась. Воды нет 3 месяца. Посуду приходится мыть в тазиках. Такие наполненные емкости с жидкостью тут на каждом шагу. Хватает ее разве что на чай. Обстоятельства испытывают на прочность жителей сразу 2 многоквартирных домов микрорайона Юбилейный 17 и 19. Особенно сложно приходится людям, живущим на верхних этажах. Им и на тоненькую струйку рассчитывать не приходится. Правда, проблема все же решаемая, и местные власти взялись за нее основательно. В так называемом 105-м массиве недалеко от высоток стоят специальные артезианские башни емкостью 140 кубов. Также здесь функционируют 5 артезианских скважин. Этот водозабор рассчитан и питает исключительно микрорайон Юбилейный. До этого момента его не запускали на полную мощность, поскольку не все дома сразу были заселены и воды хватало. Сейчас необходимость в этом возникла. На наших глазах скважину расконсервировали, понадобится несколько часов, чтобы вода очистилась. Сразу после ее подключат к башне, и жители вместо привычных 50 будут получать 75 кубов воды в час. Из-за нехватки этих 2 домах в подвальном помещении по анализу мы выяснили с привлечением специалистов, что действительно не хватает для подъема вот этой атмосферы, давления, не хватает еще воды. И сегодня мы начали эти работы. Завтра мы его полностью завершим. В других домах вода все же идет, причем стабильно. Жители 23-го дома на эту проблему не жалуются. Да, перебои бывают, но только после отключения света. Вот только платят ли они за потребляемый ресурс по счетам? По их словам, исправно. Еще стабильно оплачивают тоже, да? Лично убедиться в этом не получилось, а сотрудники Ингушрегионводоканала говорят, что в городе самый низкий процент собираемости платежей. Водоканал, который он хозрасчетный, то, что мы сейчас собираем с людей за потребляемую воду, за эту денежную сумму мы покупаем насосы, мы уплачиваем работникам заработную плату, ГСМ, все это туда входит. Но платежная дисциплина низкая, да? Очень низкая платежная дисциплина у людей, сейчас 19%, это вообще очень низкий показатель. Много лет нехватку с водой ощущали и жители новостроек в Гамурзиеве. Вопрос сдвинулся с мертвой точки буквально несколько дней назад. Радости сельчан нет предела. Сейчас воды нет из-за отсутствия света, но через пару часов она снова будет бить ключом. اشترز حديتري تكون بوش درز ديان دو دم يوخ ديت دي واحد نتي دين حديني حدواجي متجيات وخشين قادين عجز ديان نخ صدق بول بمبوش. Чтобы решить вопрос с водой на окраине Гамурзиева, пришлось приложить немало усилий. Провели плановые мероприятия в Альтиевском водозаборе по устранению старых непропускаемых задвижек, устранили. Трубы поменяли в Альтиевском водозаборе, установили новую
насосный агрегат установили, подключили его. Чтобы раз и навсегда решить проблему в тех местах, где воды все еще нет, по словам представителя водоканала, необходимо полностью заменить водоснабжающие сети, поскольку они ветхие и не выдерживают давления. В целом же ситуация с водой начинает меняться в лучшую сторону. И несмотря на порывы труб и связанные с ними ремонтные работы, она все-таки льется. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Мы продолжаем информировать о реализации программы «Комфортная городская среда». Она поможет гражданам по-новому взглянуть на свое времяпрепровождение. После завершения всех запланированных работ в парке Карабулака жители смогут прогуляться по обновленному месту еще до наступления холодов. Хава Газикова расскажет. Благоустройство общественной территории в Карабулаке площадью 3000 квадратных метров, несмотря на корректировки, которые внесла пандемия, близится к завершающему этапу. Старое покрытие уже демонтировано. Закончена установка новых скамеек, дополнительных и малых архитектурных форм, а также брусчатки. Кстати, под последней есть специальная пленка «Геотекстиль». Это для защиты от сорняков, делятся рабочие. Мы уже успели землю сравнять, поравняли уже. КАМАЗами землю приносили, мы и равняли. Плитку положили. Тут русские работали, детскую площадку сделали уже. В принципе, уже почти все сделано. Начали работы в конце мая. В реконструкции городского сквера было задействовано больше 20 рабочих. Чтобы положить один только грунт, использовали порядка 30 единиц техники. Теперь дело стоит за малым. Это установка видеонаблюдения и озеленения. Нужно посадить более 50 молодых саженцев. Старые больные деревья срубили, оставив только здоровые. Еще осталась, плитка осталась. Вот тут дорожку положить. И все, в принципе, все уже мы сделали. Единственное, осталось еще просто рабочие сейчас не пришли. Забор остался доделать. Работа идет по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Как сообщают местные администрации, начали саму реконструкцию сквера неспроста. Реконструкция данного сквера началось с обращения граждан, как и малолетних, так и взрослых людей, которые проводят здесь свободное время. Сам парк был уже непригоден для пребывания здесь отдыхающих, как малолетних, так и взрослых людей. Больше рабочих завершению реконструкции радуются все-таки местные жители. По их словам, по сравнению с тем, что было, сквер заиграл новыми красками и уже обретает свои черты. Приятно, когда в городе очень много таких объектов для детей особенно. Они играются для них, для развития, для всего, для города. Очень приятно. Спасибо вообще, что мэр это все придумал, и вообще красиво очень. Радуется происходящим обновлением в родном городе не только старшее поколение, но и дети. Для них установили новую детскую площадку, которую ребята уже успели оценить. Тут раньше была такая сломанная площадка тоже, только она всегда, доски от нее падали, и неинтересно было на ней играться, скучно было. Мы попросили, и нам построили такую красивую, замечательную площадку, и мы хотели сказать огромное спасибо всем. Догонялки играть можно. А до этого где вы играли? В другом старом парке. Вот здесь раньше был старый. И это не последние изменения, которые ждут горожан. До конца года планируют благоустроить порядка 6 общественных территорий. Последний раз сквер обновлялся еще 12 лет назад. На сегодняшний день открытие общественной территории планируют уже в конце месяца, чтобы успеть ко дню образования Карабулака. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24. 3 ингушских профессиональных боксера победили на заключительном 4-м турнире серии Cold Wars, который прошел 4 августа в Минске. Альберт Хамхоев сразился на ринге с Павлом Семеновым. Уверенно и ярко он поджимал соперника в углу ринга быстрыми джебами. Простояв 8 раундов, единогласным решением судей победу присудили ингушскому спортсмену. Али Измайлов же в полутяжелом весе показал красочную борьбу. В 5-м раунде Евгений Махтиенко был побежден техническим нокаутом. Ну а в главном бою вечера Исмаил Илиев 10 раундов держал верх над Асенью Бойфолдом. Его победа была очевидной. Нелегкий благородный труд. Магомед Асмурзиев многие годы занимается пчеловодством. За сезон он может собрать до 30 килограммов отборнейшего меда с одной пчелиной семьи. Каково это добывать сладкое лакомство, любимое каждым, узнала Тамара Хашагульгова.
В этом необычном направлении Магомед Исмурзиев нашел себя 4 года назад. Произошло это удивительным образом, вспоминает он. Заняться пчеловодством его натолкнула одна из коранических сур. Загорелся идеей и купил с десяток пчелиных семей. Так все и пошло. У Магомеда Исмурзиева кочевая пасека. С конца апреля и до конца июля он путешествует по республике в поисках лучших медоносных культур – рапса, акации и липы. Поэтому сейчас опытный пасечник уже начал готовить свою пчелиную армию к осеннему развитию, кормливая специальным сиропом. Пока здесь только 42 пчелы семьи. В планах увеличить до 100. До акации следующего мая дал эндалиден лой Аллаху лудмади комоц учу доакдат фашкала молх оттелатажды и они у нас сужены гнездо сужено и догорди на каждые 2 дня 3 дня наши сюров дал уже чтобы развитие матки было матку фотос уже. Сладкое хобби уже успело стать делом жизни для Магомеда. Для своих полосатых подопечных ему ничего не жалко. Всегда все самое лучшее. Взять, к примеру, даже сами ящики. Пасечник позаимствовал опыт у зарубежных коллег. Решил делать их из полиуретана. Комфортная температура круглый год, а значит, хороший сбор обеспечен. Ящики, цены развития, весеннее развитие, весеннее развитие почти что на 30% дикяхулцун. Летом догор нохри ханз гайхмич чаначи айхалч вукучуц дигда ашхулч так о яшки за ашхулц ханаялч охчи ши климат держатуц яшки так автоматически духабо нохри намет болдышты. То же самое и на зиму дохшулчи гайхми яшки избандолжи я выбрал предпочтение ППУ. У Магомеда и мед правильный, и пчелы тоже. Карника, Карпатка и Бакфест. Как признается пасечник, это самые миролюбивые породы. Практически не жалят, да и на ингушской земле чувствуют себя привольно. Я нохреди, начал агрессивно датирш. Лотыш датирш де. Шей бол без лохш датирш, алхамдулиллах де. Хандер тершан. Это из-за чего связано? Еры карники, пород карникир, племенной материал, лер хаяка F1 ер. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. И с этим нельзя не согласиться. К слову, оценить вкусовые свойства успели не только российские покупатели, но и зарубежные. Качество нашего меда ничуть не уступает, а во многом даже превосходит привозное. Поклонники меда с пасеки Магомеда нашлись даже на другом конце материка, в Англии. 30 килограмм, ящик тряхачи, чогодик семья, хуларцоди. Так. Сдохш домой таки цаки завод я цаки хамият чистый день природный воздух да вейди алхамдулилlah дал хадан туди азбахандул шиши качество есть день по анализу ацляр хачит день не анз веймодик день их вот день хил мод судат. Пчеловодство в Ингушетии с каждым годом набирает обороты. Сейчас в республике насчитывается более 30 тысяч пчелосемей. Во многом благодаря таким энтузиастам, увлеченным своим делом, как Магомед Исмурзиев. Тамара Хшагульгова, Акраман Дасхоев, Новости 24. Поэт, прозаик, драматург, общественный деятель – все это о народном писателе Ингушетии Магомед Саидиплиеве, которому сегодня исполнился бы 91 год. Он был писателем новой волны ингушской литературы. Его первые стихи были напечатаны в газете «Сердало» и альманахе «Утро гор» в 1958 году. А в 1972 году он окончил Чечено-Ингушский университет. Магомед Саидиплиев много лет работал диктором, затем редактором Чечено-Ингушского радио. Также возглавлял Союз писателей Ингушетии. На его счету более 20 книг. «Трудный перевал», «Клятва сыновей», «Чистота души», сборник стихов «Таргим». Но главной работой всей его жизни, отражающей беды и горести, постигшие в ссылке, стал роман в стихах «День скорби». За свою жизнь Магомед Саидиплиев приобрел множество наград, среди которых и Ленинская юбилейная медаль за доблестный труд. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.